дисциплина называется кикбоксинг. Но в кикбоксинге есть много разделов. Есть боевые разделы, там идут контактные, а есть раздел кикбоксинг формс. Здесь участники, спортсмены показывают свое владение оружием. То есть там же также есть разделы мягкий и жесткий стиль. Мягкий стиль, он приближен, наверное, к стилю ушу. Только ушу он без музыки, а у нас под музыку, и акцент делается на какие-то акробатические трюки, элементы или своего рода паркур. Также есть жесткий раздел, там тоже акцент идет на музыку, на музыкальное сопровождение, на прыжковую часть и, конечно же, тоже раздел мастерство надо показывать свое, и чтобы, главное, эмоционально, то есть чтобы эмоции присутствовали. Я выступаю только в этом виде кикбоксинга, потому что за плечами все-таки 11 лет художественной гимнастики, вот, и как девочка, наверное, я пока не хочу, точнее, не хочу травмировать себя, и мне больше ближе, наверное, все-таки этот раздел, потому что, несмотря на всю, наверное, эту жесткость, наверное, волевой такой характер, на всю эту бойкость, все равно ты остаешься девочкой, и травмы, конечно, в любом виде спорта есть, но все равно как-то здесь ты все равно остаешься девочкой. Ну, в целом я занимаюсь с 11 лет, то бишь это уже 9 лет. На протяжении всего этого я выигрывала Россию, Европу и даже мир. Вот планирую в следующем году учебном в ноябре поехать на 2-й Кубок мира. Если, конечно, будет уже, скажем так, здоровье позволять и травмы не будут мешать. В прошлом году мы тоже приезжали, и нам очень понравилось, и в этот раз тоже очень понравилось. Очень так приятная атмосфера, то, что на море, все-таки конец года, хочется отдохнуть, и то, что море рядом, это успокаивает, наверное. Меня зовут Даниил Владиславович, я руководитель Центра боевых искусств «Школа успеха» в Краснодаре, президент Краевой федерации джун-ридо. Я считаю, что вот такие соревнования, как пояс Черного моря, они значительно способствуют развитию молодежи и совершенствованию их навыков не только в боевых искусствах, но и развитию человеческих качеств. Потому что чем раньше ребенок начинает тренироваться, начинает заниматься боевыми искусствами, тем быстрее сформировываются те качества, которые ему помогут стать успешным человеком. А это важнее, чем просто научиться защищать себя. Вот. И у нас, например, дети занимаются с 4 лет. И я считаю, что вот развитие качеств самодисциплины, внимания, целеустремленности – это самое важное, что могут дать боевые искусства. Мы работаем уже больше 20 лет, и основная специализация наша как раз это работа с детьми. В центре у нас открыты разные направления, тэквондо олимпийское, кикбоксинг, несколько разделов, и миксфайт. Для взрослых, как правило, родители тоже хотят заниматься, это и йога корейская. То есть такой комплекс подготовительный для разных групп населения, так скажем. Я считаю, что развивать нужно именно в комплексе самые разные виды. Как раз Союз боевых искусств, который проводит этот турнир, он во многом способствует именно развитию разных федераций, которые культивируют разные направления. Вы знаете, всегда находятся люди, которые заинтересованы в том, что это дело развивалось. В любом случае, неважно, кто эти люди, главное, что они душой болеют за это дело. Они стремятся всеми силами это развивать.